Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии «Единая Россия» Адлан Динаев. Машу. И сразу, переходя к нашему разговору, понятно, что сегодня разговор пойдет о «Единой России». Начинаем. И мой первый вопрос, Адлан. Какие ключевые сведения о деятельности партии «Единая Россия» необходимо знать гражданам России, в частности, жителям Чеченской Республики? Какие последние новости партии заслуживают особого такого внимания? Вот такой первый вопрос, прошу. Во-первых, еще раз хочу выразить слова благодарность за участие в этом ток-шоу и поприветствовать наших дорогих телезрителей. Что касается деятельности в целом Российской политической партии «Единая Россия», хочу сказать, что наша партия является одной из самых крупнейших политических партий в стране. Не побоюсь этого слова, в принципе, и в стране. Партия насчитывает более 2500 членов партии, более 30 миллионов наших сторонников. Это очень крупнейшая партия со своей структурой, с развитой сетью. В целом партия нацелена на то, чтобы обеспечить жизнедеятельность жителей нашей огромной страны, обеспечить комфортные условия для деятельности жизни как граждан, так и наших предпринимателей. И, соответственно, как и любая другая политическая партия, любая политическая партия, основная цель нашей партии – это, естественно, электоральная активность наших избирателей, участие в наших кампаниях. И, безусловно, для того, чтобы заручиться доверием наших избирателей, партия делает все необходимое в развитии и социальной сферы, социальной инфраструктуры, и экономической сферы, ну и в целом всех сфер жизнедеятельности наших жителей. Что касается основных наших, наверное, может быть, новостей деятельности нашей партии, я думаю, что все-таки мы все знаем, что мы сейчас живем в преддверии 26 года, очередного электорального цикла выборов в Государственную Думу. Естественно, сегодня партия нацелена на то, чтобы достойно прийти на эти выборы, достойно выполнить все эти обещания, которые были даны ранее. Вот какова текущая численность членов и сторонников партии «Единая Россия» в Чеченской Республике? Дело в том, что наша партия, наше региональное отделение является одним из активных, скажем так, региональных отделений, могу сказать это без ложной скромности. Безусловно, в этом основная заслуга, еще раз хочу это отметить, главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии «Единая Россия», в целом нашего регионального политсовета, руководства партии. Сегодня, благодаря той поддержке и вниманию авторитета главы Чеченской Республики, в республике насчитывается более 107 тысяч членов партии, у нас порядка 3000 сторонников партии, и могу сказать, что наше региональное отделение является лидером по количеству членов партии на количество населения, избирателей. Вот. Сегодня мы порядка 15% от общего количества избирателей насчитывает членов партии по Чеченское региональное отделение. В абсолютных цифрах, конечно, Республика Татарстан, Уфа и другие регионы, где большое количество населения и большая численность избирателей, в абсолютном числе у них, конечно, больше, но и тем не менее, как я уже сказал, по соотношению количества избирателей и членов партии мы сейчас в лидерах по всей стране. 104, вы сказали? Более 107 тысяч. Более 107 тысяч. А вот как изменился этот показатель? Прошу, если есть возможность. 107 328 количество членов партии. Это точные данные на сегодняшний день. В базе данных как меняется этот показатель в течение года? Скажем, за последний год есть какие-то изменения? Стало больше, меньше? Безусловно, ежегодно идет прирост количества членов партии. И у нас очень много авторитетных людей, которые сегодня изъявили желание стать членами партии, входят наши сторонники. Помимо этого могу сказать, что, к сожалению, опять-таки по своим каким-то внутренним уставам не могут участвовать и быть сторонниками, членами партии наши сотрудники органов правопорядка. И тем не менее они являются нашими, скажем так, друзьями в реализации тех программ, которые мы сегодня проводим. Но в целом, еще раз могу сказать, что тенденция идет всегда на увеличение. Еще раз скажу, что это именно благодаря главе Чеченской Республики, его авторитету и тем задачам, решениям которых он всегда уделяет пристальное внимание.
Хорошо. Опишите, пожалуйста, портрет среднестатистического члена партии «Единая Россия». Ну, да, сложно сказать, что... Ну и все-таки. Ну, дело в том, что, как я уже сказал, что у нас в составе нашей партии входит более 2,5 миллиона человек. Безусловно, это и простые рабочие, крестьяне, скажем так, да, Хорошо, скажем по Чеченской Республике, чтобы вам было легче. Ну и в том числе и в Чеченской Республике, начиная от простого рабочего, там, труженика сельского хозяйства, заканчивая главой Чеченской Республики, все, и я, как я уже озвучил, у нас более 107 тысяч членов партии. Естественно, прежде всего, наверное, это я постараюсь определить какие-то общие качества членов нашей партии. Это, безусловно, патриоты нашей республики и страны. Это люди, которым не безразлична будущая судьба нашего государства. Это люди, которые с точки зрения морально-этических каких-то качеств являются примером для других. И сегодня могу сказать, что действительно это люди, которым, еще раз повторюсь, не безразлично будущее нашей страны, которые активно участвуют во всех политических процессах, во всех социально-экономических процессах, являются активными участниками гражданского общества и построения гражданского общества в целом. Если я задумаю вступить в партию «Единая Россия», что мне для этого нужно? И что от меня будет требоваться? Самая малость, буквально самая малость, вам необходимо просто изложить ваше желание в письменной форме, заполнить заявление, прийти в любую общественную приемную, в том числе и региональном исполнительном комитете, в любом районе из района нашей республики, прийти с заявлением о том, чтобы вы изъявили желание вступить в нашу партию, дать свое согласие на обработку персональных данных. И впоследствии, после определенного срока, есть переходный период в соответствии с уставом нашей партии, вы будете зачислены в качестве сторонников партии, и через некоторое время, после 3-4 месяцев, уже будет возможность вас уже официально включить, и вы станете членами Всероссийской политической партии «Единая Россия», нашего большого братства, нашей семьи. Спасибо, я подумаю. Я подумаю, серьезно говорю. А сколько местных отделений насчитывает чеченское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» на сегодняшний день? Ну, как я уже сказал в начале своего выступления, партия «Единая Россия» является такой структурированной политической партией. И, безусловно, вот поэтому и спрашиваю. Как и во всех других регионах нашей необъятной страны, в Чеченской Республике тоже созданы и местные отделения, и первичные отделения. У нас 20 местных отделений в Чеченской Республике, 447 первичных отделений на данный момент функционирует. Дело в том, что почему вот такая вот структура создана, для того, чтобы была возможность, как говорится, из первых уст узнать о тех чаяниях, проблемах населения, чтобы наши первичные отделения, наши местные отделения могли проводить эту работу, проводить эти встречи с нашими избирателями, с нашими жителями республики. И здесь, безусловно, конечно, еще раз хочу сказать, что благодаря политике руководства сегодня нам оказывается всесторонняя поддержка и помощь, и вот эта такая вот распространенная сеть наших местных отделений, первичных отделений позволяет нам оперативно реагировать на те чаяния, на те проблемы, если они возникают, и активно проводить ту политику, которую сегодня ведет партия «Единая Россия». Безусловно, это и прежде всего также мы можем оперативно реагировать на те предложения, которые сегодня поступают, скажем так, из мест. Данное количество – это актуально работающие, достаточные отделения? Безусловно, все местные отделения у нас обеспечены всем необходимым. В 17 местных отделениях у нас насчитывается по 3 штатных единицы. В 3 малочисленных районах, это Шаройский, Тумкалинский и Серноводский, у нас там по одному исполнителю, который работает, а во всех остальных по 3 единицы. И причем всем необходимым они обеспечиваются. Также у нас секретари местных отделений, они же у нас главы администрации, также оказывают всю необходимую помощь, поддержку в реализации тех программ, которые сегодня реализует партия «Единая Россия», в том числе и федеральные партийные проекты. И тогда, переходя к другой теме нашего разговора, какую поддержку оказывает партия участникам специальной военной операции и членам их семей? Ну, что касается в целом самой специальной военной операции, проведения этой специальной военной операции, вы знаете, что с самого начала специальной военной операции, февраль 2022 года, партия «Единая Россия» первыми оказали поддержку
главе государства, главнокомандующему Владимиру Ильичу Путину и заручились поддержкой наших жителей в том, что мы всесторонне будем оказывать помощь, поддержку в организации, в проведении специальной операции. Что касается вот непосредственно каких-то конкретных механизмов, хочу сказать, что, как вы знаете, в Государственной Думе политическая партия ЕНСР занимает абсолютно, можно сказать, большинство, более 320 мандатов. И здесь я могу сказать, что принято огромное количество необходимых нормативных правовых актов, законов, подзаконных актов. Так же, как и на региональном уровне, более 130 законов, могу только сказать. Вы представляете себе какой-то объем работы. Помимо этого, оказывается, вся необходимая материальная помощь, поддержка. Все наши региональные отделения, в том числе и на примере нашей республики, могу сказать, что член Высшего Совета Герой России, глава Чеченской Республики, с первых дней начала специальной военной операции был и функционирует штаб по проведению, по оказанию помощи, поддержки проведения специальной военной операции. И на базе специально нашей Российского университета спецназа имени Владимира Ильича Путина проводится вся необходимая подготовка наших добровольцев, которые принимают в этом участие, в том числе из разных других регионов. И здесь партия «Единая Россия» и члены нашей партии, и члены Высшего Совета, Генерального Совета, Президиума Генерального Совета, все они активно вступили, вот, как один, оказывая всю необходимую помощь, поддержку. Ежедневно, практически можно сказать, что организовываются конвои гуманитарной помощи из всех регионов. И буквально вот на той неделе мы также, наше региональное отделение оказало поддержку в виде предоставления питьевой воды в Донецк. Также мы планируем в сентябре, во второй половине сентября направить наших волонтеров в республику, Курскую область, в том числе с гуманитарной помощью. Эта работа на постоянной основе проводится, оказывается помощь, поддержка участникам специальной операции, членам их семей. Вы знаете, что проводится большая работа по реабилитации участников военной операции, по адаптации их в мирную жизнь. И тут огромная работа, это, наверное, то есть работа не на словах, а действительно эффективная. Это безусловно, это реальная помощь, помощь. Начиная от гуманитарной помощи, заканчивая специальной техникой, дронами и так далее, и так далее. А что представляет собой программа «Свой бизнес»? Вот об этом хочу вас спросить. Меня заинтересовала эта программа «Свой бизнес», инициированная партией «Единая Россия». Вот какие ее основные цели и механизмы реализации? Если можно, Адлан, вот тут... Прошу. Что касается программы «Свой бизнес», эта программа инициирована, как вы сказали, уже заметили, партия «Единая Россия», реализовывается с нашими партнерами «Опора России» и МСП России, это малое и среднее предпринимательство. Данная программа проводится уже несколько месяцев, как уже в этом году начата эта программа. Буквально в июне месяце данный семинар, тренинг прошел в Чеченской Республике с участием более 28 участников приняло участие в этом семинаре. У нас очень известны в нашей республике тренера провели этот семинар. Хочу поблагодарить еще раз за организацию проведения этого семинара всех участников. Также хочу заметить, что даже наши гости, которые принимали в этом участие, из Москвы, которые приехали, они на это обратили внимание, что действительно видно, что был подход очень профессиональный, очень грамотный и неформально, скажем так, да. И все участники с самого начала, которые пришли, хочу отметить, что программа была в течение 5 дней. И на примере могу сказать других регионов, там, где проводился этот семинар, на конец семинара, мероприятий, сертификаты выдавались порядка 30-40% участников, остальные отсеивались. В нашем же случае у нас было 23 человека на первый день, и на последний день уже во второй-третий день еще присоединилось еще 5 человек, стало 28 человек. То есть мы даже превысили тот лимит, который был изначально запланирован. И здесь наши эксперты, почетные гости, которые приехали с Москвы, это тоже обратили внимание. Причем мы провели это мероприятие в зданиях филиала Московского государственного университета при поддержке директора Селимхана Магомеда. И участники остались очень довольны. Главная цель данной программы – это
дать возможность участникам специальной военной операции и членам их семей реабилитироваться, войти в мирную жизнь, дать возможность им начать свое дело, открыть свой бизнес, чтобы в дальнейшем они могли также быть полноправными участниками тех процессов, которые происходят в экономической сфере уже, скажем так. Понятно, что вот после проведения специальной военной операции люди, которые там годами находились в этой среде, им очень сложно адаптироваться в мирную жизнь. И здесь вот именно такой подход дает возможность им почувствовать себя нужными. Дело в том, что здесь такой комплексный подход с участием практически всех сфер, заинтересованных в реализации этой программы. Это и налоговая служба, это и Министерство юстиции, это и наши средние, малые предприниматели, сами участники этого процесса, и «Опора России», и все другие, которые всесторонне оказывают поддержку в дальнейшем уже тем, кто заинтересован и готов участвовать в реализации уже непосредственно своего бизнеса, оказывают всестороннюю помощь, поддержку, начиная от регистрации малого и среднего предприятия, заканчивая уже его активной деятельностью. Программа начала работать, программа пошла в народ. Да, так Это и есть. Так. Смотрите, «Единая Россия» недавно представила промежуточные итоги своей работы и поделилась планами на будущее. Какие ключевые моменты вы бы могли сейчас выделить? Так, ну, что касается в целом деятельности политической партии «Единая Россия», как я уже отмечал, наша основная функция как партии и как правящей партии сейчас обеспечить реализацию тех программ, которые сегодня, и той политики, которую сегодня проводит президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации. Сегодня, как вы уже сказали, были представлены промежуточные итоги. Могу сказать, что та народная программа, с которой партия пошла на выборы в 2021 году, она сегодня реализована более чем 80%. То есть это достаточно серьезный документ, очень основательный документ. Причем хочу сказать, что на протяжении вот этих 3 с лишним лет народная программа, она расширялась, она видоизменялась, и в том числе в силу того, что в 2022 году была начата специальная военная операция. И здесь, несмотря на те сложности, которые сегодня мы сталкиваемся, в том числе и из-за международных санкций, беспрецедентных, и с той ситуации внешнего давления. И тем не менее, все те обязательства, которые были заложены в народной программе в 2021 году, причем, еще раз отмечу, с увеличением этих предложений, в том числе и с началом специальной военной операции, социального обеспечения новых территорий, вы понимаете, что это огромные деньги. Конечно, конечно. И тем не менее, фракция «Единая Россия» в Государственной Думе и правительство, члены нашей партии всецело поддержали то направление о том, что необходимо все те обязательства социально направленные обеспечить необходимыми средствами, и они все реализовываются. Это и строительство новых школ, это и капитальный ремонт детских садов и школ, это и строительство мостов, дорог, это социальная газификация. Все, что входит в народную программу. Это все те направления, которые сегодня обеспечивают реализация, в том числе, безусловно, без которого невозможно обеспечить бюджетными средствами на уровне принятия бюджета Государственной Думы Российской Федерации. Адлан, недавно появилась информация о возросшем интересе к открытию филиала высшей партийной школы в регионах. Вот насколько это важно, нужно, и каково ваше мнение по данному вопросу? Что касается... Спрашиваю как руководителя Чеченского исполнительного комитета. Спасибо. Что касается высшей партийной школы, это вот такой уникальный, скажем так, уникальное направление деятельности политической партии «Единая Россия». Дело в том, что на протяжении уже с тех пор, как я уже возглавил региональное отделение, неоднократно принимал участие в различных мероприятиях, тренингах, семинарах, которые организовывались в высшей партийной школе. Могу сказать, что это очень значимые мероприятия, которые дают возможность в целом получить знания политической ситуации, проведения каких-то мероприятий, в том числе и политических, и выборов. Помимо всего прочего, это возможность обмена мнениями, обмена опытом с нашими коллегами из других регионов. И могу сказать, что
качество этих мероприятий на очень высоком уровне. Причем это обеспечено не просто словами, а могу сказать, ну, как бы подтвердить тем, что эксперты федерального уровня, которые проводят эти подобные мероприятия, семинары, тренинги, это очень высокого ранга эксперты. И здесь то, что есть возможность сейчас и рассматривать возможность открытия филиалов в регионах, дает еще раз такую реально хорошую возможность, чтобы непосредственно в регионах наши члены партии, наши активисты могли усовершенствовать и повышать свою квалификацию, скажем, в той или иной сфере, особенно то, что касается именно политической деятельности. И сегодня то, что эти филиалы открываются, говорит о том, что в регионах есть свои эксперты правильного, хорошего уровня, которые сегодня могут для наших активистов проводить необходимые семинары, тренинги, с учетом того, что сегодня, еще раз говорю, авторитет партии повышается, очень много новых членов партии, тем более с участием, с проведением специальной военной операции, с возвращением наших участников, которые сегодня готовы также включиться в этот процесс, и возможности только на федеральном уровне охватить такое количество желающих пройти подобные тренинги, семинары, к сожалению, не предоставляется возможность. И здесь уже, готовя своих экспертов, специалистов в регионах, мы сможем проводить подобные мероприятия, подобные тренинги, семинары непосредственно уже в регионах. Планы по Чеченской Республике насчет высшей школы? Безусловно, мы, как и всегда, мы стоим в лидерах, мы готовы, мы будем подобные школы открывать, будем проводить семинары, будем проводить тренинги для наших активистов. Безусловно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. И последний мой вопрос. Смотрите, ну, решать вам. Существует мнение, что партия «Единая Россия» в большей степени, чем другие политические силы, отражает настроение и интересы нашего населения. Вы согласны с таким утверждением? Как человек, как представитель «Единой России», вы знаете, как гражданин России? Безусловно, да. Это твердое «да», и это не просто слово «да», которое так звучит, это подкреплено конкретными, скажем так, цифрами. Мы знаем, я уже говорил, что мы являемся и представляем, наша фракция в Государственной Думе представляет абсолютно конституционное большинство, более 320 человек являются депутатами от партии «Единая Россия» в Государственной Думе. Также порядка 80% практически во всех региональных ЗАГС-собраниях представляют нашу партию, являются представителями нашей фракции. Помимо всего прочего, вы знаете, что мы сегодня проводим очень большую работу с населением, и сегодня партия полностью берет на себя ответственность за реализацию тех национальных проектов, интересов, программ, которые сегодня реализуются по инициативе президента Российской Федерации. Наша партия является партией президента, партией большинства, и сегодня, зная эту ответственность, сегодня наша партия проводит ту политику, социально ориентированную политику для того, чтобы улучшить благосостояние наших граждан. Конечно, у нас есть и критики, есть и оппоненты, которые критикуют те программы, которые мы сегодня проводим. Но и тем не менее, зная все о состоянии дел в целом по стране, сегодня партия принимает не всегда популярные и какие-то меры, может быть, какие-то другие политические партии, которые популизмом пытаются говорить, что нет, надо сделать так, повысить зарплату, там, улучшить какую-то там, за счет чего, зная какие-то возможности, здесь мы, выравнивая необходимую политику и внутреннюю, и внешнюю, проводим именно ту политику, которая сегодня обеспечивает поддержку нашей партии абсолютным большинством избирателей нашей огромной страны. И уверен, что и в дальнейшем эта программа будет проводиться, это направление будет проводиться именно таким образом. И даже вот на примере нашей республики могу сказать, что вот у нас сегодня, если мы возьмем из 41 мандата в парламенте Чеченской Республики, 37 это наши фракции представляют нашу партию. Так же, как и во других районах Совета депутатов, более 80% это представители нашей партии. Сегодня глава республики, председатель правительства, члены Высшего Совета партии «Единой России»,
ваш покорный слуга, член Генерального совета, депутаты нашей Государственной Думы, Совет Федерации и так далее. То есть это все представители нашей фракции. И мы сегодня видим на примере нашей республики, где абсолютное большинство представляет партию «Единая Россия», реализовываются и обеспечиваются все социальные проекты, национальный проект, который реализуется на уровне правительства Российской Федерации и Чеченской Республики. Сейчас действительно последний вопрос. Надеюсь, что никто не посчитает это рекламой партии, что я агитирую за партию. Но и все-таки вот такой вопрос. С чем партия «Единая Россия» идет на выборы? С чем партия «Единая Россия» идет на выборы? Коротко, вот так. Прежде всего, с осознанием того, что мы ответственны перед будущим нашей страны. С реализацией, я уже сказал, народной программы и с обеспечением новой народной программы с участием всех представителей, всех слоев нашей страны, мы готовы сегодня продолжать, как я уже сказал, ту политику и ту работу, которая сегодня проводится на обеспечение благосостояния наших граждан. И с этим таким посылом партия пойдет на выборы. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы и высказали свое мнение. Удачи! Баркал Дейри, Суда, Ляхты, Бой, спасибо вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии «Единая Россия» Адлан Динаев. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.